Добрый день, Игорь Игоревич. Знаю вас как нашего аксакала, не постесняюсь этого сказать. Вы сделали для нас, для московских татар, для татар России очень-очень много. И очень хотелось бы, чтобы наша молодежь знала некоторые страницы истории современной, как это происходило. Мы бы хотели знать истину. Игорь Игоревич, расскажите, пожалуйста, хотя бы вот про Сабантуй, как это организовывалось первые года. Понятно, спасибо большое. Я хочу откровенно сказать, я особо не любил и не люблю как бы вот так вот широко выступать, хотя мне говорят о том, что вроде у меня это получается. Но сегодня другая ситуация. Вы правильно сказали. Мало того, что мы знаем, мало того, что мы делали, мало того, что даже это принесло очень положительный результат, но молодежь-то об этом не знает. И вот я вижу прежде всего свою ответственность именно в том, чтобы послушала молодежь, как все это было, и как мы своими руками поднимали, в общем-то, Россию многонациональную. Так получилось, что меня совершенно неожиданно избрали депутатом Моссовета. Вот того самого первого боевого Моссовета, вот там, где были выборы, на весь город трещал, пока все это происходило. И поскольку я до этого работал в дипломатической академии, то мне просто поручили как раз комитет по делам национальностей в силу того, что уж очень это деликатная как бы тема была. И вот решили, что, наверное, лучше смогу как бы я с этим справиться. Когда мы сели в комиссии своей, я как председатель долго думали, что делать, мы решили сделать ставку на традиционные национально-культурные ценности. Вот, казалось бы, сегодня это уже заигранная тема, правильно? Да, все сейчас за традиционные ценности. А вы возьмите в 90-м году, в разгал либерализма, демократии, которые считали, что только вот западная цивилизация – это то, на что нам надо ориентироваться, и вдруг в этом Моссовете какие-то 30 человек сказали, что мы будем опираться на традиционные национально-культурные ценности. Нас просто уничтожали. Я теперь могу сказать, например, было принято решение, что круговых на президиуме Моссовета слова не давать. Вот просто, вот знаете, даже если я прорывался, что-то сказали, ну ладно, это сказал круговых, но это не значит, что мы там будем слушаться и тому подобное. Хотя везде говорили про свободу слова и так далее. Это мы сейчас понимаем, в какую мы яму провалились в то время. Это мы сейчас все говорим про традиционные ценности, а в то время это было очень тяжело. Я сторонник того, чтобы вернуть традиционные названия в Москве. И по моему предложению вернули название Малый Татарский переулок и Большой Татарский переулок. Более того, вот та мечеть, да, дома Садулаева, я вам скажу просто неожиданную вещь. Я сам закончил, работал и в дипакадемии, и мой товарищ, он отвечал за как раз, там же были курсы МИДовские, находились в этом доме. И вот вы представляете себе, я пришел возвращать татарское общение дома Садулаева, а мой товарищ, однокурсник, делал все для того, чтобы этого не было. И когда мы с ним встретились один на один, он говорит, ты что, с ума сошел? Я говорю, друг мой, ты международник, я международник, ты что, не понимаешь, что нам единство России, это прежде всего единство многонациональное, тем более исторически, это дома Садулаева. И мы вернули дома Садулаева татарское общение в тот момент. И еще один момент, мечеть. Так вот в этой мечети, которая была в тот момент, знаете, что находилась? Фабрика «Русский узор». И туда пришел там сарафаны там и так далее, и так далее. Я говорю, друзья, ну вот так и так, говорю, давайте заканчивать деятельность, давайте мы вернем традиционно татарское общение, вот весь вот этот вот часть Москвы. И вот в этом отношении, конечно, это был мой долг, и я это сделал. Хочу Игорь прямо сказать. Игоревич, да. Я извиняюсь, что чуть-чуть перебиваю, я хотел бы точное уточнение. Расскажите, пожалуйста, вот сейчас в Москве Сабантуй собирает больше 250 тысяч человек. Все это удивляются, но я бы хотел, в общем-то, чтобы вы рассказали, как это начиналось. Я хочу просто особо поблагодарить и вспоминаю с теплотой большой Равиля Гайнуддина. Муфти шейха Равиля Гайнуддина. Ну это сейчас он шейх, а тогда он он был хазратом. имам Хатыб. Нет, сначала был, вот первый, когда я с ним познакомился, он был хазратом традиционной мечети, которая... Да, имам Хатыб Московской мечети. Да. Но, и вот когда я с ним встретился, это мой долг, я приехал в мечеть, мы с ним сели, стали обсуждать.
Он говорит, тяжелое очень положение, надо помочь. Он что? Ну, сыпался мечеть. Тогда просто кирпичи падали даже, знаете, красного цвета. И он говорит, вы можете достать кирпичи красные, чтобы хоть делать ремонт время от времени? Я говорю, сколько? Он говорит, по-моему, он сказал 2 машины. По-моему, я дал 3 машины, привезли. Следующий вопрос был такой. Спасибо вам большое. Нет погребения, это вот, как же называется, квадраты на кладбище, тоже надо было выделять. У нас в Москве сейчас 3 места за Нет, мусульманское захоронение. И дальше он говорит, у нас нет белого савана для захоронения, материи нету. Я позвонил на трехгорную мануфактуру, вот, которая все это, я говорю, у вас есть? Она говорит, да, такое есть. И выдали тоже вот это вот. Это вот как бы мой долг такой прямой, непосредственно то, что мы сделали. И неудивительно, уже перехожу к Сабантую, что в то время, вот почему-то я до сих пор понять не могу, все национальные праздники, причем многовековые, непридуманные, почему-то они были под запретом в Москве. И говорю об этом потому, что вот после всего того, что мы делали вместе, ясно, что Равиль Гайнудин мне звонит и говорит, мы собираемся проводить Сабантуй, уже собрались все в Измайлово, около этого корпуса. И милиция нам запрещает все это делать. Помогите, говорит. Я собираюсь, приезжаю, встречаюсь с Гайнудином, стоит милиция, значит, целая вереница, там чуть ли не с дубинками и так далее. И группы, не только татар, а вот, скажем, всех поволжских народов, вот, их, значит, стоят, ну, не скажу, что разгоняют, а стоял с этим мегафоном милиционер и кричал, расходитесь, расходитесь, расходитесь. Вот, а я им говорю, почему вы не разрешаете праздники? Начали спорить, прям буквально чуть ли не до, ну, прямо скажу, чуть ли не до рукоприкладства тоже. Я отпихивал, меня подпихивали и так далее. И в какой-то момент я смотрю, он держит этот мегафон, я у него его выдернул и говорю, первый московский Сабантуй объявляю открытым и передаю Равилю Гайнудину. И с той поры уже пошли все вот эти Сабантуи. И для меня это, конечно, тоже я когда вот сейчас смотрю, когда вот вы правильно сказали, сколько тысяч людей приходит на этот праздник. Вообще я хочу сказать, что вот эти праздники, они стали естественной частью вообще всей нашей жизни московской. Я то же самое смотрю на Русское поле, которое летом было 230 тысяч человек. И отнюдь они не только русские вообще приходят. Это очень важно. И для меня, как русского, вот я вам честно скажу, понимаете, вот много говорят про русский народ, да, вот кто такой и так далее. Вот есть еще одно измерение русского народа и русского человека. Я не просто русский, да, я обязательно, и даже, может быть, в первую очередь, я думаю, а как помочь, кто в каком положении находится, какие другие народы. Если у тебя нет понимания другого народа, да, ну это тем более наши исконно московские народы, то ты, в общем-то, очень много в жизни потерял и очень многого ты не сделаешь. А сейчас мы, вот, благодаря Сабантую это сделали. Спасибо. Вам большое спасибо, Игорь Эрикович. Я хочу сказать, чтобы наслаждаться настоящим, нужно, чтобы было предсказуемое будущее. Будущего невозможно, если ты не знаешь своего прошлого. Большое вам спасибо. Передача из Москвы. Бог один, хотя веры могут быть и разными.